Книга Тажиданда и Сергея Батоевых. История рода Бадмаевых, основоположников тибетской медицины в России. Глава 1. История рода Бадмаевых. Первый тибетский врач Петр Александрович Бадмаев в России. Часть 5. По родословной линии первым сыном отмечается Сультим Бадмаев. Так Тимур Дугаржапов уточняет в газете «Новая Бурятия» от 20 января 2013 года на странице 12. Сультим Бадмаев родился предположительно в 1820-1830-х годах недалеко от села Таптанай. Стремление к образованию, расширение своих знаний изначально жило в представителях рода Бадмаевых. Старший сын Сультим, например, с малолетства был отдан монахам, изучал тибетскую фармакологию, стал известным МЧ-лекарем. По данным Жигмет-Тумунова, Сультим был одним из главных и образованнейших лама Гинского Дацана, получивших подготовку в медицинской школе с 10-летним сроком обучения. Он успешно окончил эту школу, сдав экзамены на степень ламы врача Монрамба. По существующим правилам диплом о присвоении названной степени вручался только хамбаламой. Особенно трудными для усвоения предметами считались анатомия и физиология человеческого тела и систематика лекарственных растений. После окончания этой школы Сультим Бадмаев начал перспективно заниматься врачебной деятельностью сначала среди местного бурятского населения, а затем и среди русских и тунгусов Восточного Забайкалья. По нашим данным, Сультим – это второй сын Тансулхан Бадмы. Как известно, стал ламой, изучал и владел методами тибетской медицины. В период разразившейся в середине XIX века тифозной эпидемии в городе Чита, когда ее население находилось в панике из-за массовой смерти жителей и медицинского персонала, Сультима пригласила местная русская администрация для оказания медицинской помощи. Эта страшная эпидемия унесла жизни многих читинцев, и оказавшаяся не под силу немногочисленным медицинским работникам с европейским образованием, была побеждена примененными Сультим Бадмаевым методами и средствами тибетской медицины. Слава знатока врачебной науки Тибета, ламы-исцелителя от многих тяжелых болезней быстро разнеслась по всей Восточной Сибири и дошла до столицы имперской России Санкт-Петербурга. Таким образом, по ходатайству и при прямом содействии генерала-губернатора Восточной Сибири Муравьева-Амурского Сультима послали в столицу в 1857 году. Здесь царица страдала от тяжелого недуга – белокровия. По данным Жигмет-Тумунова, в эту драматическую для царской семьи пору Сультим Бадмаев взялся за лечение царицы и других страждущих. Жизнь царицы и многих других пациентов была спасена, им была возвращена красота жизни и здоровья. Молва о чудодейственном исцелении постепенно распространялась в столичном обществе, возбуждая неослабевающий интерес к личности Сультима Бадмаева и постепенно умножая ряды поклонников тибетской медицины. По сведениям Тимура Дугаржапова, царь Александр II поставил условие: если Сультим успешно продемонстрирует свои знания и опыт в лечении больных в военном госпитале, то получит разрешение на практику в качестве врача по всей Российской империи.
Далее Тимур Дугаржапов подчеркивает, что на первой аудиенции император Александр II поинтересовался у Сультима, какого он рода и фамилии. Сультим перечислил императору всех членов своего рода, начиная со своего отца и до Чингисхана и далее. На это император ответил, что Сультим по российским законам является человеком благородного происхождения и достоин носить дворянский титул. По нашим данным, в 1857 году он был приглашен в Петербург и зачислен в штат Николаевского военного госпиталя. По материалам Жикжи-Джабдаржиева, Юрия Цыбенова, в 1860 году на улице Суворовской Бадмаев открыл первую аптеку тибетских лекарственных трав и занялся частной практикой. Конечно, это было первое медицинское учреждение тибетской медицины не только в России, но и в Европе. Одновременно он занимался преподаванием монгольского языка в Санкт-Петербургском императорском университете. Таким образом, Сультим Бадмаев работал военным лекарем, женился на русской женщине, принял православную веру и стал крестным сыном самого царя Александра II. При крещении получил имя Александр Александрович. По данным Тимура Дугаржапова, Сультим возвратился в родную Агу. Однако российский император Александр II нуждался в Сультиме как в личном докторе, который очень эффективно излечивал любые болезни царя и всей его семьи. Одновременно Александр Александрович Бадмаев продолжил преподавать монгольский язык в Санкт-Петербургском университете и совмещал учебу в медико-хирургической академии. Однако учебу он не закончил. Скорее всего, это было связано с большой нагрузкой, ведь Бадмаев вел обширную врачебную практику в Санкт-Петербурге и по-прежнему преподавал в университете. Тибетская аптека Александра Бадмаева, открытая в 1860 году в Песках Санкт-Петербурга, продолжала успешно работать. Аптека пользовалась огромной популярностью у населения, привлекая из года в год все большее и большее число клиентов. Поэтому достаточно эффективная медицинская деятельность Александра Бадмаева в Санкт-Петербурге была достойно оценена жителями столицы и некоторыми учеными. Таким образом, сегодня нам известно, что Сультим Бадмаев, впоследствии Александр Александрович Бадмаев, является выходцем из хаацайского рода местности Таптане нынешнего Дульдыргинского района Забайкальского края. Он первым во второй половине XIX столетия проложил трудную дорогу тибетской медицины в столицу Российской империи. Необходимо добавить, что агинские буряты не были системно охвачены медицинской помощью со стороны российского правительства до начала XX века. Тем не менее, данная ситуация была обоюдной. Коренное население, в основном находящееся во власти буддийского духовенства, и ведущие кочевой и полукочевой образ жизни пока не очень доверяло европейской медицине, а отсутствие доступной медицинской помощи объяснялось сохраняющимся большим дефицитом врачей, лечебных заведений и финансов на огромной территории Восточного Забайкалья. По данным Жигмет Тумунова, к приезду в Санкт-Петербург Александра Бадмаева имел написанную на старомонгольском языке книгу «Лечебник», которая по существу являлась переводом с тибетского языка на монгольский основного трактата тибетской медицины «Джудши». Сам он перевести ее на русский не смог по причине плохого знания языка. Соответственно, перевод этого ценного сочинения на русский язык был приостановлен на много лет. Как отмечалось выше,
Александра Александровича Бадмаева содержали на средства капитала Восточной Сибири. Нами обнаружены следующие материалы из Центрального архива города Санкт-Петербурга. В медицинский департамент Министерства внутренних дел 15 августа 1871 года. Сверх того, по Восточной Сибири на 1872 год подлежит перенесению в смету Министерства внутренних дел на счет казны содержания медицинского практика при бурятах, прикомандированного к Петербургской медико-хирургической академии губернского секретаря Бадмаева за вычетом 10 рублей на пенсию 490 рублей. Сумма эта вносилась в смету Департамента общих дел на основании высочайшего повеления 20 декабря 1861 года. В медицинский департамент. Департамент общих дел имеет честь уведомить, что вследствие отношения за номером 612 сего числа сделано распоряжение об ассигновании 40 рублей 83 копеек в содержание за минувший январь медицинскому практику при бурятах надворному советнику Бадмаеву, вице-директор, начальник отделения, и стоит подпись. Старший бухгалтер, подпись, 8 февраля 1872 года. И на этом кавычка закрывается. Следовательно, на основании этих документов можно сделать заключение, что Сультим Бадмаев начал получать официальную заработную плату с 20 декабря 1861 года. Хотя Александр Александрович Бадмаев был женат, но детей в семье не было. Он умер в 1875 году. Итак, Александр Бадмаев сыграл коренную роль в воспитании и учебе своего младшего брата Жамсарана, будущего Петра Александровича Бадмаева. По данным Жигмет Тумунова, в знак благодарности за услугу, оказанную царской семье, и успешную медицинскую практику по применению средств и методов тибетской медицины в русском лечебном опыте, император повелел младшего брата Сультима, Жамсарана Бадмаева, поместить в Иркутскую гимназию в комплекте пансионеров, то есть стипендиатов по Жигмет Тумунову, его императорского величества. Это повеление было передано матери Жамсарана, поскольку отец уже был покойным. К неожиданному известию она отнеслась отрицательно и обратилась в Агинскую степную думу с покорнейшим прошением, в котором сообщала о нежелании отправки своего сына Жамсарана в Иркутск по причине, что имеет от роду 61 год и поэтому питает надежду на своего младшего сына Жамсарана, который должен содержать ее и вести домашнее хозяйство. Руководством Агинской степной думы было возбуждено ходатайство об удовлетворении ее прошения перед Нерчинским земским исправником. На этом интересном месте мы закончим 5-ю часть. Продолжение следует. Дальше будет еще интереснее.